Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео: кто поменял о вас свое мнение? Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. В данной колоде изменена только обложка. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Мы посмотрим ваш портрет, вашу характеристику. Кто вы, кто пришел на расклад. В каких энергиях вы находитесь, что вас окружает. Женщина. Женщины большинство смотрят. Вы такая женщина в почете. Уважаемая, приятная, очень. И милая. Милая. Это только с внешнего вида вы милая. Так, в целом, я бы сказала, что вы тот человек, который особо о себе много чего не говорит. Да? Вот он говорит о чем-то поверхностном, таком бытовом, да, но ни о чем близком. Своем личном не говорит. Активный вы очень чересчур аж. Возможно, колесите, ездите, любите езду, путешествия, да, вот посещать, может быть, какие-то города, страны там и так далее. У кого-то могут быть частые перелеты, или у кого-то могут быть какие-то дальние поездки. В принципе, человек ездок, да, или постоянно, может быть, меняете какие-то свои маршруты и так далее. Даже вы можете путешествовать по районам своего города, вот как-то так. Также вы человек, который любит какие-то новые места и новые открытия совершает, да, или познает какие-то новые традиции. Вы человек культуры. Ну и в целом, да, такая женщина очень культурная, которая соблюдает какие-то правила, которая соблюдает поведение свое, быть культурной, вежливой, вот это у вас есть. Также и своих детей будете так, или учите так, или научили так, да, вот именно быть культурным, уступать место старшим. Это семейные люди или люди, которые вышли из каких-то отношений. Вот так может быть. Может быть, произошел какой-то конфликт сейчас в отношениях, с кем-то вы не разговариваете, или же держите какую-то дистанцию. Вы соблюдаете дистанцию ради того, чтобы успокоиться и принять какое-то решение. А возможно, держите эту дистанцию ради того, чтобы выждать какое-то время. И смотрят еще люди, которым развод не выгоден на сегодняшний день. Вы выжидаете какого-то наилучшего момента. Только тогда вы хотите именно освободить какие-то отношения. У кого-то здесь идет момент того, что вы переживаете о будущих отношениях. Такое чувство, что как будто бы все мужчины куда-то испарились, настоящие мужчины. Остались какие-то никчемные с браком. Здесь показывают, вы слишком очень много принимаете на сегодняшний день каких-то лишних действий. Вам сейчас время отдохнуть от чего-то. Да, вот может быть выспаться элементарно, или пройтись, выветрить голову, или куда-то съездить, выветрить голову. Вот потом вы приедете или выспитесь, вот только тогда начинаете что-то делать. Тогда на самом деле грядут какие-то перемены. На свежую голову здесь нужно, а не ночное время суток или уставшее, когда, да, вот просто нету сил. Потому что силы появятся только тогда, когда вы реально отдохнете. Вы от чего-то уже заколебались. Вот это заколебались, убирайте в сторону и не морочите себе голову, да, вот просто выспитесь, отдохните, прогуляйтесь, проветритесь. У вас идут какие-то глобальные перемены в вашей жизни. Здесь накопление каких-то внутренних сил идет, в том числе, я бы сказала, гарантирован какой-то успех вашему какому-то делу, чем вы занимаетесь. Хорошо, давайте смотреть дальше. Если с вами проигрывает, продолжаем. Кто поменял о вас свое мнение? Ну, здесь какая-то дама, она уже готова была растерзать вас. Или нанести какой-то невидимый удар в спину. Почему? Потому что ревновала. Здесь ревность идет. Здесь что-то пошло не так в ее жизни. Здесь, возможно, даже грядут какие-то такие не очень приятные перемены в ее жизни. Возможно, связанные даже с разводом. Да, или какие-то подстрекательства здесь в отношении могут быть со стороны ее партнера. И такое чувство, как она думает, может быть, просматривает или посещает тарологов. Да, вот такое чувство, что человек ей в чем-то врет, в чем-то ее подводит.
может, изменяет, да, или на самом деле здесь кто-то на него негативно влияет. Здесь она может даже сама вот как-то пытаться воздействовать, читать заговоры по книжкам, например, Натальи Степановой, да, или пытается как-то изменить свою жизнь тем самым, в лучшую сторону, воткнув кому-то нож в спину. Притом, да, есть такие подозрения, что это вы виноваты, или вы воздействуете на него как-то не очень позитивно. Вы хотите его забрать, вы его хотите, как она говорит. Да, или хотели. Здесь, знаете, вот как будто бы что-то такое нашлось, да, что после этого отпал к вам интерес или подозрение. Но здесь было такое чувство, что у вас была постель. Но здесь пропали такие мысли. Здесь что-то произошло. Здесь точно что-то произошло. Здесь она что-то увидела. Но здесь уже была готова вам вот реально глотку разорвать. Вот как-то так, да? Покусаться с вами. Также смотрите, здесь какой-то богатый мужчина. Богатый мужчина, успешный мужчина, мужчина деловой, в костюме, пиджаке, или это его стайл, да, такой стиль, носить пиджаки, вот какие-то деловые костюмы. Человек, такое чувство, находится в таком я не знаю, или вот на постоянной основе что-то он там не знает. Нет какой-то уверенности, конкретики по отношению к вам. Сомнения какие-то есть, но все же вы его как-то тут притягиваете, маните. Видит то, что вы ресурсная, деньги у вас есть. Также и, знаете, он раньше был у вас такого мнения, что вы какая-то были серенькая мышка, а стали вот какая-то деловая. Вы знаете, у вас какая-то деловая хватка. Такого коммерческого характера вы женщина в том плане, что вы хватаетесь за все выгоды, связанные с деньгами. То, что вы не упустите возможностей. Карьеристка. Знаете, тут произошло что-то, что побудило его. Раньше он не имел к вам вообще никакого интереса. Вот сейчас именно возрождаются какие-то такие чувства, да, тяги к вам. Вы чем скромнее в плане на отдалении от этого человека, тем больше вы его к себе притягиваете, тем серьезнее он о чем-то задумывается, тем больше, да, вот хочется сделать что-то для вас или познакомиться с вами, поближе быть к вам. Тут такое... Есть даже и физический интерес. Чего-то я в ней не замечал, чего замечаю я сейчас. Вы вот какая-то вот были еще, знаете, на тот момент, когда он вас видел, какая-то еще не расцвела ягодка, да, вот сейчас такая женщина в самом соку. Притом еще женщина, которая блистает, да, какой-то своей эрудицией, своей деловитостью. Он сам по себе такой деловой и хочет около себя такую подстать ему, да, вот деловую женщину. С деньгами. И женщину хочет с деньгами. Он уже давно за вами наблюдает. Давно вас знает или видит где-то, может быть, в социальных сетях, но вы не знакомы, да, как бы близко, не виделись в жизни. У человека есть и физический интерес, он видит, что вы как женщина сексуально очень сильно раскрылись. Сейчас. Расцвели, запахли. Тут еще какой-то мужчина поменял о вас свое мнение. Была спокойная, а тут вот как средь бела дня, да, такой пар выпустила. Боится. Испугался, спрятался в норку. Вы или на кого-то накричали,
или кому-то чего-то угрожали вот так вот, знаете, пальцами, или вот реально, может быть, вскрыли все какие-то изъяны, показали ему, кто ты, да, вот твое место там. И вот у человека сейчас какое-то такое внутреннее обострение, у человека возникают какие-то даже внутренние комплексы, страхи. Человек как будто, знаете, вот пока ему по шапке не треснешь, он не поймет, да, потом опять по-старому начинается сценарий, когда приголубишь. Вот как-то так, вот такой вот тип. И то чувство, когда человек сейчас, вот вы треснули по шапке или высказали что-то, конкретно свое мнение, всю правду матку, знаете, в лоб, в глаза и так далее, да, у человека сейчас какое-то только осознание, прояснение происходит. Он видит в вас, вот есть люди двойственные, да, а вы миллионно двойственная, не то что миллионно двойственная, вы многодвойственная, вот или как это еще можно назвать, многогранная, да? Вы и такая, и такая, и такая. Вы и тут же сексуальная, тут же деловая, тут же простая, тут же вот вы такая. И он не понимает, блин, что эта женщина может, да, завтра вычудить нового. Да, страшно как-то становится. Знаете, у него даже закрадываются какие-то по отношению к себе, вот к нему, да, то есть, что вы можете что-то такое вытворить, сделать, наброситься, да, или же вы можете отомстить, или вы можете вот реально, да, что-то вычудить такое, от чего потом не открестишься. Будет, и он боится этого. Он боится, может быть, даже того, что вы кому-то пожалуетесь о нем, расскажете какие-то его комплексы, изъяны, минусы. Или вы видите это все на целое обозрение кому-то или куда-то. Да, у вас есть как будто бы какой-то список или какие-то факты, доказательства, да, что вы можете раз это все и выложить. Человек сомневается в чем-то очень сильно. Подглядывает за вами так аккуратно, подглядывает также, знаете, он видит в вас ресурс. Он, может, даже держится за этот ресурс и боится из-за этого потерять вас. Да, может быть, это какой-то совместный вклад. Это может быть даже элементарно ваш муж. Да, но здесь какой-то может быть совместный вклад. Или много в нее вкладывал, или много чего мы прошли в этой жизни. Да, я боюсь, я не хочу, а потом я на краю. У кого-то здесь, вот как можно сказать, у мужчины уже может быть возраст, да, и он понимает, что кого я буду себе искать, и кого я себе вообще найдут в свои-то года. Бабушку, молодая, не захочется стариком быть, да, например, или вот. Здесь уже есть какие-то привычки, здесь вы о нем много чего и правда знаете, у вас какие-то есть факты, может быть, даже измены у кого-то. Или что мужчина неверный, или какой-то, вот знаете, любит под каждую юбку глянуть, или на красивых заглядываться, или да, в открытые декольте, или под каждую юбку. Вот как-то так. Извращуга. Ну, знаете, но мнит из себя какого-то такого мудрого провидца, да, человека, может быть, который из Тибета, там, с гор, да, вот спустился, ничего ему такого не надо. Хотя, по факту, да, это какое-то прикрытие только вот этим вот святейшеством себя, а на самом деле у человека слюнки текут. Вот вы о нем вот это знаете. И вы понимаете, да, что это тот еще тип, который при любой возможности воткнет первым нож в спину. Вот как-то не верите ему, закрывайтесь от него. Возможно, даже вот в целом и говорили при скандале, конфликте: я тебе не верю, да, у меня к тебе вообще нету доверия, или ты для меня ничто, ты воздух, да, или исчезни. Вот как-то так, по-дураку. Да, здесь вы могли превысить свой голос, накричать, или вот реально как-то грубо, жестко высказаться в его адрес. У человека сейчас вот на самом деле какой-то внутренний страх, какое-то вот, знаете, состояние такого неизбежности. Человек не знает, что ему делать. Вот глазки бегают туда-сюда, да, возможно, человек и не спит ночами. Может быть, даже, да, выпивает, или человек принимает, может быть, какие-то успокаивающие, вот как-то, чтобы прийти в норму, в баланс. Так, кто еще поменял у вас свое мнение?
Вы показали каким-то своим действием, именно проявили себя, знаете, вот как человек-герой или человек, который ничего не боится, да, не боится высказать своего правильного мнения. Может быть, правильно, но горько, но вы высказались. Не каждый бы это высказал. Или вот вы проявляете себя как-то по-другому. Вот как-то уже, знаете, более осознанно, конкретно, без шуток, да, без розовых очков. Вот как-то конкретно себя проявляете. В глазах этих людей вы как героиня, да, какая-то, или гордость, вот гордятся вашим поступком, вашим поведением, может. Вот тут смотрят на вас, что вы можете рассудить кого-то, вы можете дать какой-то отдельный совет, может быть, где-то в чем-то помочь, подсказать, вот, да, вот так вот. В целом, я бы еще сказала, к вам могут обращаться за советом, потому что чувствуют, что вы какая-то вот ведущая женщина. Здесь могут смотреть и мои коллеги. Кто еще поменял о вас свое мнение? А человек из прошлого, он говорит о том, что вы очень сильно изменились, похорошели, вот как-то ведете себя иначе, преподносите себя как-то вообще иначе. Как будто голос изменился. Здесь может быть даже то, что я знала ее еще в молодости, когда она была молодая. Вот она была такая, вот сейчас она такая конкретная или четкая. Знает, чего она хочет, женщина с целью. Также он увидел какую-то вашу активность, что вы в чем-то где-то активны, популярны, известны. Также может человек думать, что у вас какая-то появилась в жизни возможность, за которую вы ухватились, и вот сейчас чем-то гордитесь, да, есть какое-то достижение большое у вас. Он помнит вас или от малого возраста, да, когда вы еще маленькая были, или это может быть давнее, какое-то такое давнее знакомство, может быть, со школьной парты, там, да, или с института и так далее. То есть в каком-то таком возрасте. Да, что вы деловая очень и справедливая. Вы такая даже не то чтобы справедливая, как он видит, да, вы более такая сбалансированная уже женщина. Женщина, которая конкретно знает, чего она хочет, да, вот у нее какие-то цели, дела, работа, вот какая-то вся деловая дама. Мудрая очень, да, и такая естественная в чем-то. У него как будто бы вся жизнь это какой-то, вот знаете, качельки. А у вас вот постоянство какое-то есть. Дом есть, квартира есть, дача, машина, там что-то у вас есть. Вы чем-то себя окружили, работа, бизнес там и так далее, да, вот. А он вот как будто бы за столько лет, да, ничего человек не добился, не получил. Вот видит, что у него какие-то в жизни то пусто, то густо, то пусто, то густо, а то вообще ничего и ничего и ничего, да, вот как-то так. Знаете, вот как-то старается человек, может даже смотря за вами, вот пытаться, может быть, даже ставить вас в пример, как уважение, да. То есть я ее уважаю. И я хочу быть под стать, вот не то чтобы даже вам, а вот такому человеку, как вы. Хочет тоже каких-то результатов добиться в своей жизни, денег каких-то заработать. Да, пытается вот как-то в чем-то себя ограничивать, может быть, держать в руках, в узде и так далее, соблюдать какую-то дисциплину, какие-то правила. Он видит в вас это, да, дисциплинированность, такая культурность поведения, может быть, даже элегантность, да, вот есть у вас такое. Вы, в принципе, в чем-то даже, знаете, такая или рукодельница, или, знаете, умеете много чего делать, то есть вы и творческая особа. Он вспоминает даже, что вы, например, красиво рисовали там в молодости, да, или в прошлом. То есть вы что-то вот создавали, это творческого характера, искусство может быть какое-то. Но он никогда не знал, что вы будете какой-то вот такой вот деловой, да, вот он думал, что вы в молодости именно или в прошлом, да, вот были какая-то, может, в какой-то степени легкая такая, да, а сейчас вот о чем-то серьезно задумываетесь. Видно в вашем взгляде
прошедший какой-то, может быть, сложный опыт или трудный опыт, или много вообще каких-то сложных опытов. То есть этот взгляд уже такой глубокий, не детский, наивный, как раньше. Раньше, может быть, за косички вас дернет, а вы хихихаха, да, вот сейчас, если дергнуть, так и получишь пенделем. Вот как-то так, или по шапке. Но здесь он говорит то, что вы в паре находитесь. Однозначно у вас точно какой-то крутой мужик есть. Или мужик с деньгами. Да и вы, в принципе, да, такая женщина видная, то, что вы однозначно не с каким-то бедняком живете, а вот именно с богатым мужчиной. Вы выбираете для себя то, чего вы заслуживаете, достойны. А вы достойны. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведескара.